Вопрос-ответ – это первая пресс-конференция Минобра Ингушетии. В зале региональные и федеральные журналисты затрагивают самые важные и интересные темы в системе образования. Государство научилось монтировать очереди в ясли в России. И мне будет интересно узнать, как проводится эта работа в Ингушетии и сколько мест школьного образования будет создано. До 2012 года, считайте, что на нуле, у нас было 19 приспособленных помещений по дошкольным образовательным организациям. На сегодняшний день их 75, включая 2 федеральных учреждения и 2 частных учреждения. И охват, если тогда у нас охват был 4 тысячи детей, то сегодня у нас охват составляет 17 тысяч детей. В рамках нацпроекта у нас построено учреждение, где включаются именно дети ясельного возраста. В каждом учреждении у нас по 60 мест отдаются детям ясельного возраста. Это действительно новшество для нашей республики. И при этом мы должны еще обучать и специалистов, которые бы работали с такими детьми, потому что у нас опыт для детей с 3 до 7 лет. К слову, в этом году планируют создать почти 2000 мест за счет строительства 9 детсадов, в том числе 540 мест для ясельных групп. Также Ингушетия впервые в этом году участвует в программе «Земский учитель», в рамках которой выделено 7 вакансий в отдаленных селениях. Педагоги, которые отправятся на работу в сельскую местность, получат от государства 1 000 000 рублей и должны отработать на этом месте от 3 до 5 лет. Это будут педагоги, направленные в те отдаленные, как вы сказали, сельские местности и малые города, где до 50 тысяч меньше количество людей проживает, с целью подтверждения данной субсидии. Будет проведен конкурс и определены победители. 7 человек от субъектов в 2021 году. Но мы надеемся, что в 2022 году мы тоже будем участвовать в этой программе. Все необходимое для этого сделано. Остальные соглашения будут подписаны в ноябре месяце текущего года. Пока мы не знаем, в какие сельские поселения. Да? Нет, квота определена именно в каких сельских поселениях есть вакансии. Это все размещено на сайте Министерства образования. Прием заявлений и отбор претендентов в конкурсный отбор будет нужен с 13 января по 15 апреля. Поэтому в эти сроки нужно уложиться. Кого интересует эта информация, нужно зайти на этот сайт, посмотреть. И можно подавать заявление в электронном виде, можно и на бумажном носителе. Пожалуй, еще один насущный вопрос. Будет ли в этом году продолжена программа по выделению жилья детям-сиротам в регионе? Да, будет. Сейчас в сводном списке на получение жилья 1148 человек. Всего же с 2015 по 2020 годы собственными квадратными метрами обзавелись 384 детей-сирот. В этом же году регион получил квоту на 34 человека. Почему растет очередь? Почему мы не можем выдать эти квартиры? Потому что есть определенные социальные нормы. Социальная норма – это 33 квадрата. И у нас нет таких возможностей строить 33 квадрата, потому что у нас семьи, как вы знаете, многодетные. И, как обычно, строители, так как это вкладываются инвестиции в строительство домов, они не строят такие маленькие квартиры, с такой площади квартиры. Поэтому для нас это сложно, но мы ежегодно закупаем и приобретаем эти квартиры и передаем в Республиканский фонд специализированного жилищного фонда. Рассказали журналистам про изменения в правилах проведения ЕГЭ. Так, в этом году основная волна должна пройти с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период с 12 по 17 июля. А вот досрочный из-за эпидобстановки отменяется. Для получения аттестата выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, придется сдать государственный выпускной экзамен. Они просто, завершая обучение, подтверждают его государственным выпускным экзаменом, русским языком, математикой, что дает им возможность получения аттестата об окончании общего образования. Изменения в этом году внесены в порядок приема детей в школы. Преимущество в этом вопросе получили дети, проживающие в одной семье, в те образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры. И изменен порядок зачисления детей. Если это раньше нормативным документом, то есть приказом директора закреплялось в течение 7 дней, то в этом году в течение 3 дней издается приказ о зачислении ребенка по прилегающей территории. Еще один вопрос. На сколько процентов количество мест в новых школах позволит разгрузить старые? Сколько новых рабочих мест позволит создать открытие всех запланированных объектов? До конца текущего года
те объекты прошлого года, переходящие на 2021 год, и те объекты, которые начало строительства и окончание строительства в 2021 году, это 14 объектов образовательных учреждений планируется в рамках реализации национального проекта образования ввести в эксплуатацию в Республике Ингушетия, что позволит создать 1906 рабочих мест, и потребность закроет в двухсмене на 40%. На встрече также рассказали, что в регионе до конца этого года на базе 12 школ откроют центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Помимо прочего, министр образования отметила, что на данный момент на дистанционке нет ни одной школы. Зелимхан Кулоев, Асхаб Билакиев, Магомед Дескиев. Новости 24.